Приходилось слышать возражения из уст некоторых чиновников, вроде «какая необходимость возводить мечеть сейчас, если не было таковой во времена 300-летнего влияния Османской империи». Более того, я прекрасно помню, как в конце 90-х, выступая на одном из центральных каналов российского телевидения, один из видных представителей нашего общества на всю Россию заявлял, что в Абхазии ислама никогда не было и не было ни одной мечети на территории Абхазии. И я не припомню, чтобы кто-либо из ученых или представителей власти возразил на это громкое и недостоверное заявление. О том, чтобы убедиться в том, что это абсолютно не соответствует действительности, достаточно лишь объективно погрузиться в изучение этого вопроса. Само наличие в абхазском языке понятия мечеть, аджама, уже служит достаточным указанием на то, что абхазы были знакомы с мечетями в прошлом. Дополнительным свидетельством этого является топонимика Абхазии. А это название определенных местностей в некоторых абхазских селах с привязкой к мечети, таких как Аджаама-Хо, то есть холм мечети в селе Абдархук Гудаутского района, Аджаама-Т, место мечети в селе Ватапа Чемчирского района, или же просто Аджаама в селе Мархиу Гулрывского района. Для некоторых же, к удивлению, причиной отрицания наличия мечети на территории Абхазии в историческом прошлом становится неправильное понимание самого понятия мечеть. Некоторые предполагают, то есть в их представлении мечеть это некий культовый объект, отвечающий определенным архитектурным требованиям, таким как наличие купола и минарета. Все остальное в их понимании это лишь молитвенные дома. И здесь необходимо сразу пояснить, что мечетью с точки зрения исламского права является любое архитектурное сооружение, помещение, общедоступное место, специально отведенное для совершения ежедневных, коллективных, пятничных и праздничных молитв. Архитектура и вид мечети могут зависеть от различных факторов. Что касается источников, одним из самых ранних источников, подтверждающих наличие у абхазов мечетей, является сочинение турецкого путешественника с 17 века Илья Челеби, книга путешествий. Повествуя же об одном из абхазских обществ на побережье Черного моря, он пишет, цитата, «У них много мечетей и много мусульман с семьями и домочадцами». Упоминание некоторых мечетей Абхазии мы находим и в записках французского путешественника Поля Гибаля, побывавшего здесь в 1818-19 годах,